Слово предоставляется главному научному сотруднику, заведующей лабораторией археологии, профессору, доктору исторических наук, руководителю проекта «Историко-культурное наследие народов Якутии. Могильный комплекс Истях-Баран» на Средней Лени Розалия Накентьевна Правильно. Добрый день, дорогие друзья, коллеги. Вот сейчас я вам покажу минут на 10 свою презентацию. Вот. Дело в том, что эта выставка задумана в рамках нашего проекта Российского научного фонда «Историко-культурное наследие народов Якутии, а могильный комплекс Истях-Баран» на Средней Лени. Этот комплекс расположен в долине Эркяни, в Кангаласском улусе. Значит, это самый большой археологический памятник якутской культуры. 72 квадратных метра. Значение, следующий слайд, пожалуйста. Значение объекта состоит в том, что эти памятники объединяют 4 столетия, с 15 по 18 век. Сюда входят погребения куланатахской археологической культуры, 15 век, с обрядом трупосожжения, то есть кремации. Далее это захоронение воинов Кыргызсуеты, века междоусобиц, да, и, наконец, это 17 и 18 века, это погребение, элитные погребения тагынитов, то есть это потомков Тагын-Дархана. Конечно, центральное место занимает могила Мазары Базыкова, который 2 раза ездил в Москву, встретился с царем и добился некоторых ослаблений в ясачном режиме. Следующий, пожалуйста. Ну, здесь вот отмечали, что проводили здесь очень много экспедиций, исследования. Бирме археолог Бараду был Истях-Баранга Иттемедер. Это начиная с 1933 года, экспедиции Коснофонтова. Потом, начиная с 80-х годов, это экспедиции Якутского музея, далее Якутского университета, ныне Северо-Восточного федерального университета. Это наш институт и Сахо-французская международная археологическая экспедиция. В 2016 году мы с Олегом Егоровичем Колесовым, он и здесь присутствует, ныне он директор Саха-телевидения, да, снимали передачу о археологических раскопках Истях-Баран. И интервью брали у Ситниковой Елизаветы Анисимовны, ей тогда было 103 года. Как раз она свидетельница раскопки Ксенофонтова. Вот. В архиве, наверное, есть, да, эта передача. Вот, следующий слайд. Вот. Ну, мы начали работы в фондах музеев с поиска и атрибуции. Музее Ярославского выявили 24 артефакта из погребения Мазары. И, конечно, очень большая коллекция находится здесь. Это французские экспедиции, вот, музеи университета. И часть находок у нас лаборатория археологии. Следующее, пожалуйста. Вот, самое большое открытие вот в этом направлении. В фондах Якутского музея имени Ярославского мы нашли картину народного художника Якутии Михаила Михайловича Носова «Старинная якутская могила», 30-е годы. И хорошо изучив, пришли к выводу, что это Чардат Мазары.
Об этом свидетельствуют параметры надмогильного сооружения, что очень подробно расписано в протоколе, и панорамный вид. Вот сравните, пожалуйста, вот этот мыс. Следующий слайд. Дело в том, что у Носова очень много графических рисунков по Истях-Брану. Например, вот в рукописном фонде нашего института имеются такие работы. Детские могилы Истях-Бра, детские. Следующие – рангасные захоронения. Это Истях-Д, это распадок, да? Дело в том, вот, для Николая Афанасьевича это, как раз накануне экспедиции, 15 июля 1933 года, состоялось заседание областного бюро краеведения. И там поступил такой запрос. Прямо на днях там комсомольцы-атеисты разрушили захоронение, 2 из них сожгли. Представьте, это накануне экспедиции. И Ксенофонтов тогда поднял вопросы об охране, учете и изучении погребальных памятников. Вот. Следующее, пожалуйста. Ну, полевые работы. Это уточнение границ. Вот. Составление топографических карт, поиск новых памятников. Вот вы видите, вот топографические. Вот это красный свет, это как раз могильных Истях-Бра. А вот это желтый, это могильник, несколько могильников. Это могильный комплекс. Да? Вот и здесь их воины. Мы копали, кстати. Воины. Да. И дальше там, ну, таких, кстати, все эти погребения очень богатые. Это 18 век. Разработали каталог. Кстати, получили патент в Российской регистрационной палате базы данных. Вот. Следующее. Ну вот повторные раскопки. Всего в этом комплексе 42 погребения. 42, из них 5 лошадей. Вот. Ну, повторные. Ну, здесь надо сказать, здесь присутствует Исаков, наш большой друг, это бывший глава Жерского наследия. И вот он и Дмитрий Александрович здесь тоже присутствует, вот, который нас финансировал. Это большие патриоты Ангаласского Луса. Вот. И по их инициативе мы вот раскопали мазары. В чем была идея? Они очень хотели антропологическую реконструкцию облика Мазары. О протоколах вообще об этом не говорится. С единственной целью поднять эти останки мы раскопали. И нашли буквально несколько косточек и зубы. Оказывается, Ксенофонтов, да, вот, эта экспедиция изъяла весь костный материал. Дело в том, что в Иркутском университете Ксенофонтов ходил в кружок, исторический кружок Петры, вместе с будущими известными антропологами Герасимовым и Дибицем. И, конечно, он понимал значение антропологических материалов в изучении происхождения народа. Вот. И, кстати, об этом он пишет в первом томе «Уран Хайсака». Вот. Ну, может быть, потом, когда найдутся деньги, мы проведем генетические исследования. Зуб это, конечно, большое значение имеет. И несколько вот предметов нашли. Следующий
следующий слайд. И работали в архиве. Подняли полевой отчет тогда аспиранта Ленинградского университета Федора Федоровича Васильева. Это автор монографии «Военное дело якутов». Он тогда копал и нашел, кстати, это первый схематический рисунок погребения раба, скажем. Очень интересном положении находится, на корточках, вот, ничком. И самое главное, в руке у него деревянная шепка. Видимо, от крышки гроба. Его, хотели, кажется, живым закопать. Вот. Следующее. И мы новые раскопки делали возле Истях-Брана. И в прошлом году Денис Михайлович Петров нашел очень интересный комплекс. Это Кумахтах Малтаны, состоит из 3 погребений. Это погребение мужчины с очень богатым сопроводительным инвентарем, лошади и вот такой женщины. Она вся переломлена, вообще на боку находится, без сопроводительных предметов. И в портфеле Миллера находится вот такая запись. Сейчас я скажу. 1700, когда он приехал-то? 1736 год. Кучинар Мазарин, хангаласский князец, умер за полгода до нашего прибытия в Якутск. О нем тогда говорили, что с ним его родственники похоронили рабыню. Вот. Это как раз территория потомков Мазары. Вот. И следующее, пожалуйста. Это наш отчет. Сколько статей мы написали по Истях-Брану. Всего 5, из них 3 базы данных Scopus. 6 раз мы выступали на конференциях, и СМИ нас освещали 5 раз. Следующее, пожалуйста. Это исполнители нашего проекта. Какие красивые и молодые люди. Исполнители. И спасибо всем тем, кто нас поддержал, помогал. Их много, сегодня они выступали. Это сотрудники музеев, архивов, департамента, университета, нашего института, волонтеры, наши студенты. Всем большое спасибо. Здоровья вам и удачи!